15 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,43 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,21 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,43-38 до 10,46 сомони, 1 евро от 11,21-84 до 11,33 сомони, 1 российский рубль от 0,1410 до 0,1440 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на 0,8%, свидетельствуют об этом данные торгов. В ночь на среду Американский институт нефти сообщил о сильном недельном росте запасов этого сырья в США. Цена на нефть марки Brent составила $84.88 за баррель, марки VTI $78.40 за баррель. Цена на золото в среду утром опускается и составляет $1858.20 за тройскую унцию. При этом доллар дорожает мировым валютам после данных о более слабом, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Международные резервы Национального банка Таджикистана превышают стандарты достаточности международных финансовых институтов. Об этом сообщил глава таджикского регулятора Хоким Холикзода 15 февраля на пресс-конференции в Душанбе. Он не стал раскрывать объем золотовалютных запасов, отметив только, что международные требования для стран, которые имеют схожую с Таджикистаном экономику, составляют 5,8 месяцев покрытия импорта. Ранее руководство НБТ сообщало, что золотовалютные резервы к началу второго полугодия 2022 года составляли 8,1 месяцев покрытия импорта страны, что на 1 месяц больше, чем в начале минувшего года. Среднемесячный объем импорта Таджикистана в 2022 году равнялся 436 миллионов долларов. По словам Холикзода, 86% международных резервов НБТ составляет валютная часть, включая СДР. Он подчеркнул, что в структуру международных резервов в прошлом году были также включены евро и китайский юань. Холикзода отметил, что монетарное золото в резервах Нацбанка составляет 12%, а внешний инвестиционный портфель – 2%. Перерегистрация сим-карт в Таджикистане продлена еще на 1 год, заявил сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазан Рахимзода. Срок перерегистрации должен быть истечь сегодня, 15 февраля, но в очередной раз был продлен, однако до какого числа министр не уточнил. На начало января 2023 года, по данным службы связи, перерегистрацию сим-карт прошли 5,56 миллионов абонентов мобильной связи. В то же время вне этого поля остается еще 2 миллиона сим-карт, из них 880 тысяч являются активными. Производство первичного алюминия в Таджикистане в 2022 году составило 62 тысячи тонн, что на 2,5% больше по сравнению с показателями 2021 года. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода вчера, 14 февраля, на пресс-конференции в Душанбе. По его словам, республика экспортировала в минувшем году 51 тысячу тонн этого металла на сумму около 140 миллионов долларов. Министр отметил, что в ценовом выражении экспорт первичного алюминия в прошлом году увеличился на 3,6%. Он подчеркнул, что в 2022 году прогнозировалось производство первичного алюминия в объеме 80 тысяч тонн, а его экспорта – 50 тысяч тонн. Министр добавил, что в текущем году прогнозируется выпуск порядка 100 тысяч тонн первичного алюминия. Порядка 15% денежных переводов физических лиц из России в 2022 году поступили в Таджикистан за счет экспорта той или иной продукции. Об этом сообщил глава Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода сегодня на пресс-конференции в Душанбе. По его словам, еще 20% денежных переводов поступили в качестве инвестиций компаний, которые занимаются куплей-продажей недвижимости. Холикзода пояснил, что эти данные по запросу НБТ были получены от Центробанка России. Таджикский финансовый регулятор, по его словам, не может предоставить конкретные данные по денежным переводам физических лиц в 2022 году, так как они в основном поступили посредством электронных систем.
При этом глава НБТ отметил, что после начала российско-украинского вооруженного конфликта и введения новых санкций против России объем денежных переводов упал почти в 4 раза. Однако к началу второго полугодия поступление этих средств восстановилось. Он добавил, что Центробанк России тоже с прошлого года воздерживается от публикации таких сведений.